Здравствуйте, дорогие друзья. Наступает и наступил уже вторник, 11 февраля 2023 года в башкирской столице. Соответственно, новый день, новый рабочий день, а мы с вами должны обсудить текущую информационную повестку дня в программе «Аспекты республики», которая в прямом эфире вещается в телеграм-канале, а также в YouTube-канале издания «Аспекты Башкортостан». Также вы нас смотрите и слушаете в записи. Есть у нас определенная аудитория в TikTok аккаунте. Вот такая вот любопытная история. А также в телеграм-канале в виде записи вы нас также можете находить. В любом случае, я рад каждому из вас, кто присоединяется к нашей дружной, пусть и не огромной, но все-таки довольно-таки приличной аудитории. Жду ваших комментариев прямо сейчас в чате YouTube-трансляции. Она позволяет делать наши программы более насыщенными, более живыми, острыми местами. Тем более, что мы все-таки за то, чтобы иногда в хорошем смысле выяснять отношения. Спорить, искать ответы на сложные вопросы, допытываться до истины. Так вот, ни много ни мало, соответственно, похвалюсь. Вот. Начинаем мы традиционно с новостей мирового масштаба в телеграм-канале «Эхо Новости». Поехали. Украинские дроны минувшей ночью атаковали Саратовскую область. По словам губернатора Бусаргина, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. Телеграм-каналы пишут, что речь идет о местном нефтеперерабатывающем заводе, на котором возник пожар. Аэропорты в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске временно закрыты на прием и отправку рейсов. Полтавская область минувшей ночью подверглась ракетному удару. Сначала сообщалось о пролете ракет в районе Миргорода, а затем и над областным центром. Позднее украинские телеграм-каналы сообщили о взрывах в Полтаве. Данных о жертвах и разрушениях пока нет. В Мари-Эл силовики задержали основателя IT-компании iSpring Ускова. Как сообщает Forbes, предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере из-за покупки участка под строительство IT-деревни. Сама компания сообщила об обысках в своем офисе и связала происходящее с борьбой Ускова против застройки рекреационных территорий в Йошкар-Оле. Режиссерку Евгению Беркович доставили в колонию в Костромской области. Об этом она рассказала в письме матери. Текст послания публикует «Новая газета». По словам осужденной по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист. Ясный сокол», этап оказался не так страшен, как его малюют, а в колонии все были милы и адекватны. Российская генпрокуратура обратилась к властям Чехии с требованием выдать журналистку Фариду Курбангалееву. Фото запроса на чешском языке опубликовала сама экс-ведущая «Вестей». Она предположила, что это связано с уголовными делами по статьям об оправдании терроризма и военных фейках, заведенными на нее прошлым летом. Владимир Путин присвоил погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Ефремову звание Героя России посмертно. Об этом в ходе церемонии прощания рассказал глава региона Кожемяка. Чиновник, возвращавшийся с боевого задания, погиб 2 февраля в результате подрыва его автомобиля на мине. Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на все виды стали и алюминия, поставляемые в США. Также указами президента страны вводится североамериканский стандарт, согласно которому импортируемые сталь и алюминий должны быть выплавлены и отлиты в этом регионе. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости», события России и мира. Подписывайтесь на него. Вот. Ну а мы, соответственно, будем двигаться дальше. И, кстати говоря, в развитии темы аэропортов, насколько я успел обратить внимание, значит, аэропорты, в том числе и в Уфе. Ну, точнее, не аэропорты, а конкретный аэропорт Уфимский. Давайте-ка проверим, так ли это, исходя из буквально свежих новостей. Нет, все-таки про Уфу тут не говорится, это все-таки только про Казань пока что.
Ну, в общем-то, где наша не пропадала, наша пропадала везде, да, то есть и Уфимский аэропорт в последнее время стали периодически закрывать, и это уже даже перестало кого бы то ни было удивлять. Вижу тех, кто приветствует нас в чате, и уже даже Network сообщает, что частично посмотрел фильм про Баймак БСТшный. Комментарии в нем закрыты. Если вы его смотрели в канале Валитова, вот этого автора, то да, там комментарии закрыты, насколько я успел обратить. Хотя нет, подождите, у него как раз таки открыты. Вру. Где они были закрыты, в каком канале, сообщите. Вот, это, конечно, неудивительно. Или, может быть, как раз-таки в канале самого Валитова, где они изначально были открыты и пошли не те комментарии, какие хотелось бы им, то они могли их вполне успешно закрыть, а все, что было до этого прокомментировано, опубликовано, могли удалить. То неудивительно. Ну, в общем, если кто пропустил и не понимает, о чем речь, вчера мы подробно обсуждали вышедший накануне выходные дни предыдущей недели документальный фильм, претендующий на звание «Расследование» о баймакской трагедии, который там имеет название, которое сразу изначально, скажем так, нацелено на то, чтобы обвинить во всех смертных грехах, во всех бедах определенных активистов, да, национальных активистов башкирского народа. Вот, если вдруг любопытно, посмотрите. Кстати, есть идея скачать это видео и опубликовать на канале «Аспектов Башкортостан». Пусть, как говорится, комментируют все желающие там, где комментарии открыты и совершенно свободны. Как вам эта идея? Делитесь мыслями, отвечайте, соответственно, в чате. Вот. Ну, а мы давайте посмотрим, что у нас к этому часу заготовлено из таких основных, что ли, публикаций республиканских СМИ. «Коммерсант» любит находить всякого рода рейтинги и их публиковать, создавая тем самым информационные поводы. Ну, а мы порой подхватываем, почему бы и нет. Ради Хабиров опустился на 6 строк в рейтинге влияния региональных глав. Вот, знаете, я сколько лет в журналистике, сколько этих рейтингов вижу, так или иначе. Но вот запомнить реально и идентифицировать, скажем так, отдельно взятые рейтинги никак не получается. Условно говоря, каждый раз, когда я вижу новый рейтинг, создается впечатление, что это реально какой-то новый рейтинг. То есть нету преемственности у одного и того же рейтинга с течением времени. То есть я не могу вспомнить, а какое место занимал там тот или иной человек или тот или иной регион в этом же рейтинге год или два назад. Ну вот их так много на самом деле, и значимость их, видимо, все-таки не столь велика, чтобы это все запоминать. В данном случае Хабиров занял 24 место в рейтинге влияния глав субъектов, который составляется Агентством политических и экономических коммуникаций АПЭК. В его активе, в активе Радия Хабирова 6,24 балла. Месяцем ранее Хабиров был на 18 месте. О как, оказывается, этот рейтинг ежемесячный буквально. Значит, он составляется, этот самый рейтинг, на основе экспертных опросов, в которых принимают участие журналисты, медиа-менеджеры и политтехнологи. Они оценивают влияние регионального руководства на принятие решения администрации президента России, правительством, парламентом, а также партийной и деловой элитой. Пятерка самых влиятельных глав субъектов с декабря не изменилась. В нее вошли традиционным образом глава Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустем Минниханов, чеченский лидер Рамзан Кадыров, Александр Беглов из Санкт-Петербурга и Вячеслав Гладков из Белгородской области. Вот таким образом очередной щелчок по носу, если сравнивать нашего руководителя с руководителем соседнего Татарстана. Тот периодически или постоянно даже, я бы сказал, находится в пятерке, как правило, соседствует с Кадыровым, полномочия и реальное влияние которого, мне кажется, никто под сомнение не ставит. Этот человек способен в нынешних реалиях на очень многое, способен говорить и делать
гораздо больше, чем позволено среднестатистическому руководителю любого другого субъекта, но при этом Минниханов, который вроде публично позволяет себе меньше, всегда находится по соседству с Кадыровым в этих рейтингах. А наш традиционно отстает на 10-20, иногда больше позиций. В общем, что с этим делать, как это оценивать, мне кажется, большого-то значения практического это уже не имеет, учитывая много других обстоятельств, скажем так, которые нас больше гораздо беспокоят. Но все-таки такая любопытная информация к размышлению. Так, вижу ваши реакции на тему публикации фильма «Расследование» в нашем канале. Хорошая идея, опубликуйте. Он может кидать страйки или что-то типа того. Да, теоретически такая возможность есть, но риск, на который можно пойти. Я как-то рассказывал, да, что подобное у нас случилось за многие годы, буквально один раз, в связи с публикацией одного из роликов активиста Ильдара Юмагулова, после чего, мягко говоря, понимание того, что этот человек делает и чего он хочет, у меня напрочь исчезло. Ну что ж, бывает, канал после этого не умер. Прошло несколько месяцев, эти страйки, они как-то там обнуляются, и как административные протоколы, да, как статьи. И в конце концов можно их заново получать. Хотя, конечно, не хотелось бы, безусловно. Дальше двигаемся. Уфимцы массово падают на льду и обвиняют в этом реагенты. Ну, не только реагенты, надо сказать, довольно много обвинений в адрес руководства и города, и даже республики. Региональные издания в последние дни об этом много пишут. Оттепели сменились определенными морозами, туманами даже в утренние часы. И, соответственно, все мокрое, все жидкое превратилось в лед. И традиционно у нас появляются в публичном поле ролики, где люди на коньках буквально катятся по тротуарам, по которым должны были бы идти спокойно в пешем варианте в обычной обуви. Что на эту тему пишут пруфы? Значит, в возмущении горожане завидуют даже лошадям. Далее цитата. «Неплохо было бы чиновникам прогуляться и до ближайшего травмпункта, где этой зимой настоящий аншлаг. Пациенты заполнили не только коридоры травмпункта, но и несколько соседних отсеков 5-й поликлиники на Цюрюпы. А на рентген очередь, на первичный прием больше 20 человек, примерно столько же на вторичный. Люди сидят на костылях, в гипсе, а сидеть приходится часа 2, не меньше. Мы завидуем лошадкам на Тебеневке. У тех хотя бы твердая почва под ногами, а не бесконечный лед, как на наших улицах. Но кому до этого есть дело?» Пишет под постом Радия Хабирова о башкирских лошадях Светлана. А еще одна пользовательница по имени Вероника утверждает, что виноваты реагенты. Их полили так, что из-за них была каша, потом она застыла, а песком теперь не посыпают. Видимо, тоже из-за реагентов, которые выгоднее закупить чиновникам. А мы не пойми, чем вообще дышим под ногами. То болото из химии, то это болото застывает в какой-то скотобойный каток. Только убийца осталась. Ну, в общем, в таком духе комментариев довольно много. Видно, что не все люди понимают, как это работает, и что если уж начали использовать реагенты, то песок, наверное, использовать было бы глупо. То есть надо было бы использовать и дальше реагенты. Но не являются простые граждане специалистами в этих вопросах. И это, наверное, неудивительно. Хотя и не должны быть. Обычно это люди в этом специалистами. То есть, по-хорошему-то, люди должны просто ходить, передвигаться по улицам и чувствовать себя в безопасности, в спокойствии. Опять же, наверное, некорректно и неправильно сравнивать то, что происходит в среднероссийском городе, и то, что, например, происходит у меня здесь под окнами. Но почему бы и не сравнивать, да? Вот здесь этой зимой, судя по всему, зима уже закончилась, снег был всего один раз. Один вечер, к утру он растаял. По-моему, я об этом рассказывал. Несмотря на это, обработку тротуаров противоскользящими реагентами я наблюдал раз 5, наверное, в общей сложности. Потому что в том числе были и дни, когда был риск появления снега и появления гололеда.
Кстати, в качестве этого состава здесь используется гранитная крошка, довольно популярное средство, я так понимаю, во многих европейских странах. Как раз-таки компромисс, который позволяет не вредить экологии и в то же время решать вопрос со скользкими тротуарами. Плюс эту крошку есть возможность собрать и использовать повторно. Правда, я, кстати, не уверен, собирают ли ее здесь, потому что мне кажется, что она остается до конца зимы и в конце концов потихонечку разлетается, скажем так, естественным путем. Я не то чтобы утверждаю, что надо бы нам тоже, например, переходить на гранитную крошку. Может быть, в условиях очень низких температур она не так эффективна. А с другой стороны, проводились ли соответствующие исследования? Ведь, например, в случае с Башкортостаном действительно этой крошки хоть отбавляй, ну, опять же, если ее изготавливать, если этим заниматься. Благо, Уральские горы никто не отменял. И, может быть, это экономически более эффективно. То, что это более экологично, это безусловно. Тут никаких сомнений в этом нет. Вот. А то, что это может еще и сэкономить деньги и сделать более безопасным передвижение горожан по улицам, это ведь тоже, скажем так, вопрос на засыпку. Ну, опять-таки, наверное, стоит про это спрашивать специалистов. Если у вас есть на этот счет свои мнения и точка зрения, пожалуйста, присылайте. После белорецких событий рейтинг Хабирова вообще снизится. Расплодил преступников, пишет Ирина. Ждем, когда уже до центра дойдет, то ему не место в той должности, которую он занимает. Ну, по большому-то счету, наверное, я согласен, но не во всем. Вы прекрасно знаете, имея в виду наши постоянные зрители, что я не вижу разницы между региональной и федеральной властью, тем более, что в нынешних реалиях это все не просто звенья одной цепи, это буквально единое целое. И делить, соответственно, региональную и центральную власть, и отличать, причем, уж извините, сорта известной субстанции друг от друга, я бы не стал. И надеяться на то, что в Москве вместо нехорошего губернатора, значит, пришлют хорошего, который будет вести себя совершенно иначе, это бесперспективная затея, наивная затея. В нынешних реалиях скорее будет только хуже. Скорее будет очередной варяг, который с каждым новым пришествием, с новой реинкарнацией будет все меньше и меньше иметь отношение к Республике Башкортостан. Условно говоря, если Хабиров все-таки выходец из республики, представитель коренной национальности, как говорится, вырос, учился, работал долгое время в регионе, так или иначе знает его, то нет никакой гарантии, что в случае его смены по воле Кремля не будет прислан какой-нибудь совершенно не имеющий отношения к республике варяг, как их называют, эффективные менеджеры, да, технократы, кто-нибудь из представителей ближнего круга Владимира Путина, кто носил за ним чемоданчики, по сути дела выполнял функции охранника. Например, не обязательно, но например. Поэтому, в общем, здесь я иллюзий особо не питаю. Так, на родине Хабирова, видимо, с песком проблемы. Гололед везде, только у здания городадминистрации чуть посыпали песком. И шамбайцы передвигаются подозрительно медленно, пишет Стобаловна. Ну вот это да, к сожалению, вот, казалось бы, банальные вещи, ведь ну порешайте вы хотя бы раз в жизни проблему с тротуарами. Ну, люди оценят ведь. Нет, столько слов на эту тему каждый год. И технику мы закупаем, и малогабаритные какие-то тракторки закупили, в Уфе, например, да. И вроде бы там у нас все уже хорошо по отчетам. Какие-то ситуационные центры в мэрии появляются, большие комнаты с кучей экранов. Ну вот Мавлиев на днях пресс-конференцию проводил же, презентовал, то смотрите, как у нас все быстро теперь. Принятие решений, информирование в онлайне, все круто, интерактивно, продвинуто. Ну, опять же, если по факту, в конце концов, просто по тротуару на центральной улице человек не может спокойно пройти, то грош цена всем этим ситуационным центрам. Коммунальные аварии, отключения как были, так и есть.
периодически, буквально дня не проходит, как появляются новости о том, что там-сям какое-то количество домов временно отключены от воды или от отопления. Просто вот я обычно эти новости пропускаю. В общем, это текущая рутина, настолько привычная и никого не удивляющая. Вот на что бы хотелось бы обращать внимание, если бы была такая возможность, опять-таки, обращать на это внимание. Но нет, независимых СМИ, которые работают открыто и имеют доступ к властям фактически в республике, не осталось. Институтов гражданского общества, которые могут влиять на власти, на принятие ими решений, на смену представителей власти, также не осталось. Если кто-то скажет, что Общественная палата Уфы или Общественная палата Республики Башкортостан – это как раз институты гражданского общества, то я, конечно же, возражу, потому что в этих местах никогда не звучат реально критические, скажем, отзывы о работе чиновников, не звучат требования к отставке, к смене, к перевыборам, просто потому что практически ни один чиновник, а что там говорить практически, да ни один чиновник у нас на выборах не сменяется. Выборы уничтожены, и как вид, как класс, и даже те отдельные выборы, которые у нас остаются формально, например, выборы главы региона, таковыми не являются, потому что реально независимые кандидаты на них зарегистрироваться не могут. Вот. В республике фашизм, а они тракторки обсуждают. У вас будет как в Кубе. Кто-то пишет без ника. Хотелось бы, чтобы, конечно, ник был, хотя бы ник, я уже не говорю про настоящее имя. Знаете, удивительно, но я не могу не согласиться хотя бы отчасти с этим утверждением. И я всякий раз констатирую, что по большому-то счету обсуждать какие-то вот эти текущие новости сильно большого желания нет, поскольку всегда есть главный вопрос, главная проблема, да, которую нужно решать на самом деле. Но я прекрасно понимаю аудиторию, что люди приходят в том числе за текущими новостями. Есть текущая жизнь, она продолжается. Подавляющее большинство вообще живут только текущими делами. Как говорится, по принципу «моя хата с краю», лишь бы там, я не знаю, на нас бомбы не падали, и лишь бы в магазине были продукты питания. Вот, в общем-то, эти потребности, как бы ни казалось это странным, их в любом случае нужно удовлетворять. При этом помня, что, конечно, это все от лукавого, да, это все мелочи, это все несущественные вещи на фоне того, что на самом деле происходит, и того, что нужно менять на самом деле. Ну вот, как же обойдешь вопрос? К Баш-РТС вновь выстроились очереди из-за счетов за коммуналку. Что не зима, что не январь или февраль, у нас пенсионеры прежде всего атакуют ресурсоснабжающие организации, в частности Баш-РТС, которая обеспечивает жителей теплом. Пруфы пишут, к офису Баш-РТС выстроилась очередь из людей, недовольных большими суммами в счетах за коммуналку. Люди в комментариях под фотографией также жалуются на высокие цены на отопление. Батареи, кстати, не очень горячие. Почему такие цены? Не говорите, у некоторых отопление по 6 тысяч дерут. Звонила, ругалась, они говорят, нет у вас счетчика, поставить некуда, будут и дальше с нас сдирать. Зима теплая, включат на всю и греем улицу еще. Соглашается другой пользователь. 8 тысяч за отопление, написала Татьяна. 10 тысяч за отопление в июле еще подорожает, пишет следующий. И вот некоторые из людей, кто не только пишет, но и готов как-то с этим разбираться, приходят такие в офисы Баш-РТС для того, чтобы задать вопросы. И, как правило, знаете ли, уйти ни с чем, потому что формально, по правилам и по закону, все делается в соответствии с этими самыми правилами и законами. Если бы, опять-таки, люди умели устанавливать в головах причинно-следственные связи, возможно, делали бы другие поступки, да, и принимали другие решения, например, на выборах, да, и понимали бы, что в случае, когда в стране отсутствуют механизмы взаимодействия людей и власти, люди в какой-то сложный момент времени не могут решить вопрос.
А если бы были эти самые инструменты, то могли бы, например, его решить. Вот, знаете, в обычной жизни порой всякого рода забастовки, например, особенно общественного транспорта, они напрягают, мешают. Вот вчера в Берлине в понедельник вновь не ходил транспорт. Автобусы, трамваи и метро не работали, потому что профсоюз работников транспорта объявил очередную предупредительную забастовку. У них там свои требования, повышение зарплат, все традиционно. Как не зима, так сразу вот буквально раз в 2 недели минимум проходят эти забастовки. В конце концов, к чему эти забастовки приводят? Садятся за стол переговоров стороны, и вопрос так или иначе решается на встречных курсах. Не то, чтобы все требования бастующих выполняются, но часть выполняется. И этой части им достаточно, чтобы как бы на время успокоиться и дальше жить своей жизнью и работать. Еще раз, хотя этот инструмент и иногда вызывает напряжение других жителей, разумеется, вызывает. Например, на занятие вчера вечером пошел, половина людей не было, не пришли, не приехали, не добрались, потому что транспорта не было. А такси пользоваться очень дорого, тем более для всякого рода безработных мигрантов. И вот пострадали люди, получается. Но опять же, есть лично у меня, по крайней мере, абсолютное понимание и принятие того, что транспортники имеют право на забастовку, если других способов для решения своих вопросов нет. У нас же все эти инструменты деградировали, они ликвидированы, отключены. Да, не существует возможностей у граждан отстаивать свои собственные права. В случае с отоплением они могли бы собираться на массовые митинги. То есть я вообще допускаю легко, что пенсионеры могли бы собрать какую-нибудь 10-тысячную толпу у Белого дома и, в общем-то, добиться как минимум того, чтобы на них внимание обратили. Но пенсионеры сейчас, как и все остальные граждане, абсолютно бесправны. Никто им митинг не согласует. Причем буквально издевательским образом бросив им в лицо отмазку, что митинг не согласовывается по коронавирусным ограничениям. Вы представляете, до сих пор они вот эти вот формальные отговорки используют. Других причин законодательных как бы вроде бы нет, а тут далеко ходить не надо. Чтобы никакая инфекция не распространялась, мы против того, чтобы вы собирались. Вот. Если люди соберутся такие, как, например, в Баймаке случилось, властям ничего не мешает их разогнать жестоким образом с использованием дубинок и других средств борьбы. И мы видим в итоге вот эти вот стыдные картинки, когда люди в полном камуфляже и амуниции бьют беззащитных стариков, женщин, детей, да, в общем, всех подряд. В этом смысле и мужчины тоже совершенно беззащитны перед людьми в амуниции. Вот таким образом, мне кажется, ответы очевидны, но, видите, не всем они понятны, и не все согласны, и не все даже думают и пытаются понять, а что же пошло не так. В какой момент времени мы свернули не туда, и почему у нас теперь высокие тарифы, в частности, на отопление. Вот. А когда все это начиналось, лет 5 назад, пишет Римма, тарифами по отоплению всех звали идти на прием к Хабирову. Народ игнорировал. Вот теперь результат. 200 человек пришли. Кстати, помню, да, это было интересно. Вот какие-то проявления, знаете ли, гражданского самосознания. Движение «Стоп Башар ТС» было организовано. Я сам присутствовал на установочном заседании, если так можно назвать. Там было много людей, речи звучали. Некоторые из них потом пошли в Белый дом. Есть ролики. То есть, попытки были. Опять же, видите, но, видимо, недостаточно. Почему недостаточно? А потому что большинство пассивны. Вот. Дальше идем. Вот опять же иллюстрация того, как все устроено. Из-за бездорожья до места пожара пожарные в Башкортостане добирались на снегоходах. Это все произошло в деревне Кургаш-Тамак в Благовещенском районе. То есть это не какая-нибудь глушь далекая, да, а это буквально под Уфой. В этой деревне загорелся одноэтажный бревенчатый дом 8 февраля. Машины до деревни добраться не смогли. Последние 6 километров пожарным пришлось преодолевать на снегоходах, поскольку дороги не было. Для тушения огня подавали воду из реки Уса, используя мотопомпы.
Пострадавшего при пожаре 72-летнего хозяина дома с ожогами головы и ног до машины скорой помощи также доставили на снегоходе. Теперь МЧС проводит проверку по факту отсутствия подъездных путей к деревне. Ну вот, как говорится, подытожили вот этот блок, в котором мы обсуждали состояние дел в обычных таких вот, знаете, жизненно необходимых вопросах. Это то, что в принципе обсуждаться не должно никак. Это то, что должно работать при любых обстоятельствах, функционировать и являться, ну, скажем так, действующими механизмами. Но нет, мы до сих пор вынуждены об этом говорить на фоне того, что пропаганда хвалится успешным импортозамещением всего и вся, тем, что экономика не то что не рухнула, а даже развивается. Ну какой смысл об этом, обо всем говорить, если мы элементарно человека не можем спасти при пожаре, просто потому что крупногабаритная, вездеходная, по сути, техника не может добраться до места. А пожарные машины, сами знаете, чаще всего крупные, шестиосные Уралы, которые предназначены для того, чтобы преодолевать бездорожье. Так. Интересно, вот Стобабов напишет по поводу Ишимбая. Вчера на площади первооткрывателей башкирской нефти было мероприятие «День города». Интересно, День города в Ишимбае. Я посещал в свое время, и это бывало в конце августа традиционно. Интересно. Так вот, никого в медицинской маске не видела. Были сотрудники администрации и бедные юноармейцы. Радостных горожан не заметила. Ладно, неважно даже, почему этот День города перенесли, важнее другое, да, ваше наблюдение. Конечно, коронавирус, он только для тех, как говорится, кому надо. Кому не надо, его нет. И всякого рода патриотические мероприятия прекрасно проводятся и очень массово проводятся. Достаточно вспомнить целый ряд событий, которые мы с вами наблюдаем в последние пару лет в Уфе на Советской площади у памятника Шаймуратову, например. Там никаких ограничений. Более того, насколько я могу догадываться, скорее всего, никаких даже уведомлений о проведении публичных акций никто не подает, даже для проформы. Прошли те времена, когда какие-нибудь независимые журналисты занимались тем, что проверяли это. Знаете, вот было время, когда мы запросами обращались в правительство после каких-то официозных массовых мероприятий, спрашивая, а кто был заявителем мероприятия, кто и когда подал соответствующее уведомление, и кто ответил желающим провести это мероприятие согласием. Для нас это было важно, для того, чтобы зафиксировать, что, смотрите, процедура так или иначе соблюдена, и она, в принципе, работает, и в случае чего, якобы, обычным людям тоже можно рассчитывать на то, что им одобрят. По факту, конечно, так оно не было. Как только кто-то из независимых активистов, оппозиционеров подавал заявки, все эти заявки уходили в унитаз, приходили отказы по формальным надуманным соображениям, что место занято. Это было до коронавируса. А когда коронавирус начался, значит, ограничения пандемийного характера. Так вот, так или иначе, шевелиться чиновникам приходилось. Задним числом, может быть, но они нам отвечали, они нам выдавали вот эти вот копии того, что кто-то там заявление подал. Сейчас я не помню, чтобы хоть кто-то из журналистов обращался с такими запросами. А мероприятия друг за другом буквально идут. По-хорошему, власть обязана по каждому своему действию вот этого рода согласования проводить. Да, сама с собой, но должна. Ну, таков закон. Знаете, даже вручение ключей от новых автобусов на площади Уфа-арены по-хорошему должно проводиться с подачей заявления. Ну, я сейчас примерно говорю. Я не знаю точно, сколько там людей собирается, но если там их много, а их там действительно много, то, скорее всего, формально даже такого рода мероприятие должно быть согласовано. Условно говоря, Башавтотранс должен подать заявление в Уфимскую мэрию о том, что он планирует там мероприятие. Это же мероприятие, это же продолжительное мероприятие, оно связано со скоплением людей. Но, опять же, что-то мне подсказывает, что ничего такого не делается, потому что друзьям все, остальным закон. Это принцип, который неизменно работает и все более укрепляется
в том, как он работает у нас в стране и республике. Так, еще. Ради Хабиров тем временем, что-то у нас много его сегодня, да, ну, других новостей особо, видимо, нет, похвастался и рассказал о том, с кем же он встретился в Москве. Мы знаем, что он тут ездил, турне у него было, до Беларуси добрался. И вот в Москве тоже была остановка. Там он провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Чиновники обсудили перспективы развития спорта в Башкортостане. Об этом сообщил сам Хабиров в своем телеграм-канале. Ну, что тут скажешь? В этом смысле, опять же, нового мало. Все, что могут делать нынешние руководители, это обивать кремлевские пороги для того, чтобы выпрашивать для себя те или иные субсидии, трансферы, я не знаю, одобрямсы на строительство тех или иных объектов и так далее. Тут просто, знаете, личность вот этого министра спорта, она обращает на себя внимание. Это ведь тот самый Дегтярев, человек, которого назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после того, как арестовали и отправили в отставку Сергея Фургала, на защиту которого хабаровчане выходили длительное время, долго митинговали. Кстати говоря, несмотря на все формальные коронавирусные ограничения, несмотря на отсутствие формальных одобрений от местной власти, люди митинговали долго. А почему? А потому что власть ничего не могла с ними сделать. Когда власть ничего не может сделать с людьми, когда их много, когда они уверены в своей правоте и последовательно отстаивают свою точку зрения. Их даже бить побаиваются в такой ситуации и арестовывать всех подряд. Да, в конце концов, тихой сапой, конечно, этот протест, как говорится, разрулила власть в свою пользу. Да, и люди перестали, люди руки опустили, разошлись и ситуацию отпустили. Но опять-таки, надо помнить, насколько долго все это происходило. И если бы протест, скажем, имел другой вектор, не на ослабление, а на усиление, то, скорее всего, можно было бы рассчитывать на успех. Так вот, этот Дегтярев, представитель ЛДПР, человек, который делал довольно много одиозных, местами смешных, местами возмутительных заявлений, в конце концов, задачу Кремля выполнил, ситуацию, так сказать, в Хабаровске успокоил, и вот получил повышение. Теперь он министр спорта федерального уровня, и другие губернаторы ездят к нему на поклон для того, чтобы выпрашивать какие-то крохи с барского стола. Для того, чтобы, ну, например, в нашем случае были деньги, условно, на содержание циклопического объекта, который в прошлом году открылся, я имею в виду дворец борьбы в Уфе на улице Комсомольской. Это как вариант. Я тут ничего не утверждаю, но я думаю, вы понимаете, это для примера. Люди не чувствуют причастности друг к другу в разных регионах. Есть такая беда. Есть такая беда, и это, к сожалению, тоже факт. Что у нас еще? У нас тут есть еще новости. В Стерлитамаке тем временем активисты завершают сбор подписей против строительства мусорного полигона. Видите, какие-никакие зачатки, или в данном случае не зачатки, а остатки гражданской активности мы порой наблюдаем. Ну, в данном случае речь идет об активности тех людей, которыми руководят так называемые зетники. Да? Я неоднократно говорил, что не понимаю вот этих ребят. По большому счету, молодцов, они активисты, экологические. Они руководят вот этим общественным движением Стерлитамак Дыши, причем не первый год занимаются активизмом, порой совершают очень верные поступки, но при этом, по их мнению, во всем виновата региональная власть, а Кремль молодец. И вот они вчера завершали сбор подписей под обращением снова к своему кумиру, к президенту Путину, вице-премьеру Патрушеву, главе Республики Хабирову, руководителю Росприроднадзора Светлане Родионовой, зампредседателя Комитета Госдумы по экологии Жанне Рябцевой, а также городскому совету Стерлитамака. Полигон твердых бытовых отходов, это цитата, это не просто свалка, это в первую очередь объект первой категории опасности.
Почему? Потому что выбросы и фильтрат, выделяемые отходами, представляют большую опасность для человека и окружающей среды. Значит, полигон собираются строить на территории, которую депутаты Совета перевели в земли городского округа еще в 2016 году. По словам активиста, он рассчитывает, что обращение за запрет строительства полигона поддержит своими подписями не менее 20 тысяч человек. Вот, кстати, их можно понять с точки зрения, опять же, полигона. Тут я, опять же, критиковать, наверное, не буду. Даже со своей стороны дельный совет, что ли, дам. Есть мнение отдельных активистов, которые собаку съели на активизме, что гораздо более эффективно работают не коллективные подписи под одним обращением, а многочисленные отдельные обращения граждан. Пусть их будет не 20 тысяч даже, но пусть их будет такое достаточное количество, несколько сотен, но отправленных отдельными физическими лицами в соответствующие структуры. Это, как правило, как показывает опыт, если проанализировать, имеет больше эффекта с точки зрения того, что больше напрягает бюрократическую махину. Потому что по закону на каждое отдельное обращение требуются ответы. Так вот, когда это одно обращение, пусть даже с 20 тысячами подписей, властям нужно дать один ответ. А когда это несколько сотен отдельных обращений от отдельно взятых людей, им нужно дать несколько сотен ответов. И это, в общем, вызывает определенное бурление, определенный скрежет вот в этих вот бюрократических механизмах и способно вызвать какую-то реакцию. Да, конечно же, и злость будет, и желание всем отомстить, но понимая, что это ни к чему не приведет, иногда власти идут навстречу. Ну вот как бы как альтернатива. У Искандарова на лице написано, что он силовик, пишет человек с ником ИБ. Ну, не знаю. Все может быть, конечно. Так, дальше идем. После Ретамаку мы разобрались, хорошо. И Башинформ мы же затрагиваем, да, ближе к финалу всегда. Башкирский госансамбль имени Файзи Гаскарова выступит в Кремлевском дворце. Хвалится Башинформ. 11 марта в Кремле состоится концерт ансамбля имени Файзи Гаскарова с программой «Танцы народов мира». Ну, то есть довольно известная, популярная программа данного ансамбля. Именно в этот день, напоминает Башинформ, 11 марта 1939 года принято считать днем рождения коллектива. В этот день Файзи Адгамович Гаскаров был назначен художественным руководителем Башкирского государственного ансамбля танца, ныне носящего его имя. Фееричный концерт в Кремлевском дворце к 85-летию ансамбля станет ярким завершением юбилейного года, пишет Лейла Аралбаева, автор данной публикации. В общем, опять же, в форме такой оды все это написано. С одной стороны, вроде как нельзя не согласиться. Действительно, у нас есть определенные культурные, скажем, в республике активы, ну, которые являются, если хотите, лицом, визитной карточкой республики. И действительно, на некоторые вещи не стыдно смотреть, не стыдно показывать. И, наверное, ансамбль Файзи Гаскарова – это один из таких вот в хорошем смысле достояний республики. Но почему нельзя об этом написать вот в нормальном публицистическом стиле? Без вот этих вот дифирамбов в стиле даже не газеты «Правда». Знаете, газета «Правда» в советские годы, по-моему, все-таки она выглядела более прилично. Но вот то, во что превращается даже рядовая публикация Башинформа, это вызывает и печаль, и стыд одновременно. Хотя, еще раз, сама по себе суть информации, она ведь неплохая. Почему бы и нет? То есть это анонс, это прекрасно, это намек, может быть, кому-то, я не знаю, у кого есть возможность и желание съездить в столицу, посмотреть на свой ансамбль на большой сцене, как вариант.
Вот. Или тем, кто живет и работает в других городах, приехать, посмотреть, послушать. Ну вот, еще раз, да, подача меня смущает, конечно. Вот. Тот же Башинформ тему так называемой СВО, конечно же, не обходит мимо. И сообщает, что в республике стартовала программа реабилитации ветеранов СВО. Что тут такого? Значит, с этого года, с текущего, с 25-го, они, то есть ветераны, начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в медучреждениях, подведомственных Социальному фонду России. Что такое социальный фонд? История в моем случае умалчивает, я не в курсе. Как уточнили в ведомстве, региональное отделение Социального фонда России по Башкортостану обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса лечения и реабилитации, а также компенсирует расходы на проезд до реабилитационного центра и обратно. Курс реабилитации участники СВО могут пройти один раз в год. Деятельность лечения в зависимости от медицинских показаний может составлять от 21 до 23 дней. Санаторно-курортного лечения до 21 дня. Тут много подробностей. Я понимаю, что, наверное, подавляющему большинству из вас это не так важно. Тут лишь один вопрос возникает, опять же, риторический, на который ответа нет. А кто же такие-то ветераны СВО? Ведь, опять же, в условиях, когда продолжает действовать указ о так называемой частичной мобилизации, все контракты, заключенные с Министерством обороны, являются бессрочными. И еще раз задаюсь вопросом, как так получается, что некоторые, особенно высокопоставленные в гражданской жизни персоны, заключают контракты, отправляются в эту зону на несколько месяцев, потом успешно возвращаются, надевают парадные кители и разгуливают в них по мероприятиям. Вновь занимают высокие должности в правительстве или где-то в других местах и начинают учить граждан тому, как им жить и как им умирать. Как это работает? Если кто-то скажет, что речь идет про ранение и, скажем так, демобилизацию по состоянию здоровья, здесь понятно. Вот опять же, те люди, о ком была новость в Башинформе о реабилитации, как-то еще можно одно с другим сопоставить и согласиться, что такое может быть, и это наверняка имеет место в жизни. Но как же расторгают контракты вот эти вот товарищи, о которых я упомянул выше? Остается только догадываться. Или просто-напросто повторить принцип, который мы сегодня с вами уже вспоминали. Друзьям все, остальным закон. Как-то так. 1 мая 1940 года был совместный парад Красной Армии и фашистской Германии в тот момент, когда Лондон бомбили, а Париж был оккупирован. Было дело, конечно, но сейчас, сами знаете, об этом даже вспоминать у нас запрещено, потому что реабилитация нацизма тут же возникает. Хотя вот настолько, как показывает жизнь, те режимы были близки во многих своих признаках, да, а насколько нынешний наш режим тоже приближается по многим критериям к тем, это все удивительно, но закон действует таким образом, что любое отождествление, любое уравнивание – это реабилитация нацизма. Хотя, опять же, если смотреть правде в глаза, реабилитацией всего вот этого безобразия занимаются не те, кто отождествляют, а те, кто отвечают за государственную власть. Те, кто сейчас выстраивает режим античеловечный и людоедский в стране. Именно они не просто на словах, а на деле реабилитируют все вот эти ужасы, которые 80 лет назад человечество пережило. Пережило относительно успешно, потому что тогда все-таки в конечном итоге условное добро победило условное зло. Но жизнь показывает, что, к сожалению, это не аксиома. Так не обязательно происходит во всех случаях, и так не обязательно произойдет сейчас. Поэтому в этом смысле оптимизма, он есть определенный оптимизм, но его немного.
Лично у меня, по крайней мере. Вот. Ну что ж, друзья, будем закругляться. Новости у меня исчерпаны, а сегодня у нас программа «Аспекты мнений». Политолог, молодой специалист Арсен Шаяхметов будет в гостях программы «Аспекты мнений» в 12 часов 30 минут по уфимскому времени. Вот. Завтра мы ждем в гостях программы «Аспекты мнений» нашего земляка, в прошлом сотрудника БСТ, кстати, который с честью покинул этот канал во время событий на Куштау, Тагира Вахитова. В общем, следите за эфирами, следите за анонсами. Будем стараться делать таких вот интервью как можно больше. Всем спасибо, про лайки и комментарии не забывайте. До встречи, будьте здоровы.